8-й член символа веры говорит о Святом Духе. Он звучит по-церковнославянски так: «И в Духа Святаго Господа, животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо, глаголовшего пророки». Святой Дух — это Бог, истинный Бог от истинного Бога. Он называется Господом с тем же полным правом, что и Бог Отец и Сын Божий. Обратимся к книге «Деяний святых апостолов». Апостол Петр обличает Ананию за утаивание части средств, предназначенных христианской общине. «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твоем мысль солгать Духу Святому? Ты солгал не человеком, а Богу». Символ веры называет Святого Духа животворящим. Это значит, что Он вместе с Богом Отцом и Сыном дает творениям жизнь, и особенно духовную жизнь человеку. В Евангелии сказано: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Слово «животворящий» указывает на божественные свойства – творчество. В Библии говорится об участии Святого Духа в творении мира, и Дух Божий носился над водою. Что отличает Святого Духа от других лиц Троицы? То, что Он не родится от Отца подобно Сыну, но исходит от Него. Это имеет принципиальное значение в богословской полемике об исхождении Святого Духа не только от Отца, но и от Сына. Оснований верить, что Дух исходит от Сына, нет ни в Библии, ни в творениях святых отцов. Откроем Евангелие от Иоанна. Вот слова Христа: «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Вновь и вновь мы говорим о том, что веруем в единого Бога в трех лицах. Великую тайну эту открыл нам Христос, тайну о согласии и взаимной любви трех ипостасей одного и того же божественного существа. Мы, христиане, веруем в триединого Бога. Мы говорим о Святой Троице, как об одном Боге. В Ветхом Завете Троица еще не открывает себя со всей ясностью. Пророк Исаия видел серафимов и слышал, как они воспевали на престоле: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Трижды повторенное «свят» обращено к трем ипостасям божества. Почему Бог не открыл себя как Троицу уже в Ветхом Завете? Подобно тому, как человек не открывает душу слугам или чужакам, а поверяет сокровенные тайны своим детям, так и Бог открыл истину своего бытия не тем, что были рабами закона, но задержал откровение для детей любви Нового Завета. В Евангелии тайна Пресвятой Троицы приоткрыта настолько, насколько человек может ее вместить. Архангел Гавриил возвестил Пресвятой Деве: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». В этом фрагменте Евангелия от Луки говорится о Троице: Святой Дух, Всевышний и Сын Божий. Евангелист Иоанн говорит о Троице просто и ясно: «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едино».
следует понимать, что словом апостол называет Сына. Вспомним вновь сокровенные слова Евангелия. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». Вместе с тем, Святой Дух – это самостоятельная ипостась триединого Божества. Апостол Павел пишет: «Все же сие производит один и тот же Дух, как ему угодно». Очевидно, что действовать как ему угодно может только свободная и разумная личность. Слова символа веры «Со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо» указывают на совершенно равное достоинство Духа с Отцом и Сыном. Об этом говорит повеление Христа апостолам совершать крещение во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Очень хорошо, совсем не страшно. И Сына один. Ой, как хорошо. И Святаго Духа. Слова глаголовшего пророки значит, что устами пророков Ветхого Завета говорил Святой Дух. Апостол Петр пишет: «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». И апостолов тоже вдохновлял и направлял Святой Дух. Символ веры не говорит об этом лишь потому, что во время его составления никто в этом и не сомневался. Однако в тексте символа упомянуты пророки, поскольку в те времена существовали ложные учения, отрицавшие богодухновенный характер Ветхого Завета. Видимым образом Святой Дух явился во время крещения Христа в Иордане. Отверзлось небо, и Дух Святый нишел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Он появился и в облике разделяющихся огненных языков, что сошли на апостолов на 50-й день после Пасхи. Истинный христианин может стать причастным Духа Святого. Преподобный Серафим, Саровский чудотворец, определяет это как цель жизни. Вот слова Христа: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящему Него». Действие Святого Духа – это тайна. Дух дышит где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит, пишет апостол Иоанн. Но благодатные плоды этого действия известны: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Те истинные дети Божьи, что удостоились Святого Духа, получают и Его щедрые дары: мудрость, разум, познание, храбрость, скромность, благочестие. Как удостоиться этих даров? Молиться усердно, беречь сердце и язык от нечистоты, прибегать к спасительным таинствам Церкви.